В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Алхазур Тазбаев, эксперт по исламским финансам. Алхазур Машвол. Да, Машвол. Мы поговорим о тех реформах, которые сегодня происходят в Чеченской Республике, в частности, потому что мы с вами находимся в Чеченской Республике, в сфере исламских финансов. Алхазур, скажи, пожалуйста, как сильно продвинулась вот эта сфера исламских финансов за год на территории нашей республики? И какие новости нам еще стоит ожидать позитивные? Да, спасибо, Хамзат, за приглашение. Я начну с того, что наблюдать те позитивные изменения и развитие темы исламских финансов, особенно у нас в республике, очень отрадно. Они хорошие изменения, позитивные изменения. Если ты помнишь, вот где-то года 3 назад у нас был только один фонд имени Шейха Заида. Были еще некоторые другие компании, но они были такими, скажем, мелкими, маленькими. Да? Были частники, тоже частных, тех, кто занимается вот этой темой, их тоже было много. Но у нас была некая такая проблема с повышенной наценкой на исламские финансы. Конечно, у фонда имени Шейха Заида всегда была льготная наценка, всегда были очень хорошие условия по предоставлению финансирования, но фонд имени Шейха Заида, он финансирует только предпринимателей, то есть у него такое узкое направление. Соответственно, потом появился «Фаворит», появилась компания «Фаворит-13», и произошла некая калибровка такая, скажем, на рынке, где цены, они уже стали немного, более доступными, скажем так, для обычных потребителей. Затем у нас вступил в силу федеральный закон 417 о внедрении эксперимента по партнерским финансам в России в целом. И здесь уже надо было подключаться в более такой интенсивной форме к этой теме. Уже о вступлении в реестр Центробанка по этим участникам эксперимента уже у нас есть в нашей республике один участник. Это Флагман Групп, который также оказывает услуги по исламским финансам, в частности по исламской рассрочке. Об этом еще задумывается и проводится некая работа у других компаний тоже, в частности, которые занимаются лизингом и так далее. Да? И недавно у нас также был открыт офис исламских финансов от Сбербанка. И вот это последнее тоже, как мне кажется, значимое событие. Все-таки банковские услуги, они немного отличаются от услуг, которые оказывают обычные компании. Услуги, или условия обычных компаний, они бывают зачастую более доступными для обычных людей, а вот для бизнеса, для предпринимателей, если взять, например, банковские гарантии, это необходимый финансовый продукт для многих, кто ведет бизнес, будь то там госзакупки, будь то обычный бизнес там, и так далее. Да? И такая проблема у нас стояла, она была острой. Обычные банковские гарантии у нас по шариатским стандартам не проходят. И я просто рассказываю об одном примере, который указывает на то, что именно банковские услуги для нас тоже были важны и остаются важными. И, соответственно, если у нас обычная банковская гарантия, предположим, не проходит по шариатским стандартам, то есть там есть запретные элементы, значит, когда Сбербанк уже начнет предоставлять в полной мере вот эти финансовые услуги с соблюдением исламских норм и шариатских норм, у нас появится целый такой ряд исламских финансовых продуктов, которые в дополнение к существующим у нас уже компаниям будет осуществлять более обширную такую или предоставлять более обширную линейку исламских финансовых услуг. Это все указывает на то, что развитие, оно действительно есть. Тема исламских финансов динамично прогрессирует, что, конечно,
как участникам вот этой отрасли очень отрадно, повторюсь, наблюдать. Сейчас на рынке и до сих пор остаются люди, которым, ну, по крайней мере, которые задают вопросы касаемо, насколько соответствие деятельности тех либо иных компаний с исламскими финансами. Вот, допустим, как слышат слово «процент», «наценка», сразу возникает вопрос, что за наценка может быть в исламских финансах. Естественно, мы, как люди в этой сфере, пытаемся ответить по-своему. Как вы ответите? Вот коротко, вот как бы вы ответили бы, допустим, клиенту, который пытается приобрести что-то по исламским рассрочкам, но когда он слышит про процент, у него возникают вопросы. Вы как эксперт, да, как человек, который не один год этим занимается, как бы вы на этот вопрос ответили бы? Как один раз сказал наш общий знакомый Руслан, процент бывает и в молоке. Да. Доля жира в молоке, доля там чего-то другого. А на самом деле слово «процент» имеет два значения. Одно из них общее, которое обозначает пропорциональное какое-то соотношение чего-то к чему-то. Это нейтральное значение. Его можно использовать во многих сферах, как мы уже говорили, и в молоке, и в мясе, и так далее. Есть второе значение, это сугубо такое выражение, которое, или термин, который используется именно в финансовой и банковской сфере и означает проценты к кредитам. И если речь идет о процентах по кредитам, это риба, это ростовщичество, это запрещено. В таком значении слово «проценты», термин «проценты» означает или равняется харам, или запретное, или ростовщичество. И если же речь идет о не кредитах, а вообще о процентах говорится в какой-то другой сфере или по другой теме, то, как мы уже сказали, процент – это по первому смыслу и значению это нейтральное выражение, имеет нейтральное значение и не является ни запретным, не имеет какой-то негативный характер. На примере, если сказать, кредиты под проценты, займ под проценты с исламской точки зрения является запретным, а вот продажа или перепродажа, или закуп и перепродажа какого-то актива со своей наценкой, имеется в виду со своей прибылью, которая в том числе может быть выражена и в процентном соотношении. То есть прибыль мы можем выражать в процентном соотношении. И в таком случае речь будет идти не о втором смысле, не о кредитах под проценты, не в узком значении, не в запретном значении, а в нейтральном. Когда мы говорим клиенту, предположим, что если вы хотите, чтобы мы вас профинансировали, предположим, на закуп определенного актива, то наша наценка, то есть наша прибыль будет составлять 15% годовых от себестоимости закупаемого актива. Это не кредит под проценты, это не запретная составляющая, это выражение нашей прибыли в купле-продаже, а куплю-продажу Всевышний Аллах дозволил, а риба и ростовщичество кредита под проценты запретил, и, соответственно, вот это выражение в процентном отношении или соотношении прибыли к себестоимости, здесь нет ничего плохого. Мы просто выражаем, мы можем это сказать, что наша прибыль или наша наценка составит треть от себестоимости актива. Это будет выражение соотношения наценки к себестоимости немного в иной форме. Это же можно выразить и треть, можно выразить и 33%. То есть здесь чисто математический термин, а не финансово-экономический. А где больше рисков вот для самого владельца бизнеса? Если он использует исламскую систему, да, финансовую, либо традиционную кредитную? Ну, если посмотреть на то, что исламская финансовая система или исламское финансирование, оно подразумевает, ввиду того, что оно базируется на исламской договорной
А на исламском договорном праве или контрактном праве исламское финансирование подразумевает реальную или привязку к реальной экономической деятельности. Имеется в виду, что покупается, приобретается какой-то актив и перепродается или передается за вознаграждение тому же предпринимателю или бизнесмену. Там присутствует реальный актив, который можно поставить или обременить залогом, предположим. То есть проект можно считать активом? Что можно считать? Проект. Вот, допустим, дом, который должен быть построен. Да, при стройке дома он однозначно является активом. И здесь можно с исламской точки зрения заключать два основных вида договоров. Или две основные конструкции. Можно сказать, два основных исламских финансовых продукта по финансированию первичного жилья. То есть это разрешено? Да. Во-первых, у нас есть такая договорная конструкция, которая называется договор производства и строительства. То есть, когда мы заключаем договор на произведение, на изготовление и на строительство чего-то. Когда мы говорим, предположим, какой-то компании, работникам, давай упростим с тобой. Вот есть какая-то компания, которая предоставляет весь материал для постройки дома, предположим, условного у нас в селе где-нибудь, например, и предоставляет саму работу. То есть у них есть и рабочая сила, и материал. Мы с ними договариваемся, заключаем с ними контракт, составляем смету сначала, потом заключаем контракт, строительство, изготовление и строительство. И вот эта компания, она полностью строит нам под ключ там дом или строит какую-то его часть, например, крышу, к примеру. То в таком случае мы заключаем договор строительства и изготовления, это дозволено с исламской точки зрения. Они предоставят и материал, и будут работать над постройкой дома. Значит, в таком случае, если речь идет о финансировании, когда сюда вступает уже как третья сторона финансовый посредник между тем, кто хочет построить дом или приобрести дом, и между застройщиком здесь уже вступает финансовый посредник, поскольку у того, кто хочет построить дом, у него недостаточно своих средств, чтобы оплатить работу и материалы застройщика. Соответственно, здесь уже клиент обращается к финансовому посреднику, и финансовый посредник здесь может заключить один договор с застройщиком. Мы сейчас говорим не о российском законодательстве, мы сейчас говорим именно о шариатской составляющей. Теоретически, скажем так, такое в зарубежной практике, в международной практике очень много применяется, то, о чем мы сейчас говорим. Соответственно, финансовый посредник, он заключает один договор изготовления с застройщиком, такой же параллельный договор, но со своей наценкой заключает с клиентом уже. Это одна довольно такая распространенная, как я уже говорил, в международной практике конструкция. В нашем случае у нас применяется больше некая другая конструкция. Здесь уже заключается в начале предварительный договор или соглашение о намерениях, где указывается, что после того, как квартира будет сдана по конкретному объекту, сдана имеется в виду, сдана для реализации. Когда она уже будет готова, выстроена уже, застройщик закончит все строительно-монтажные работы, после этого мы заключим договор купли-продажи. Сейчас мы заключаем соглашение о намерениях, что в будущем мы заключим договор купли-продажи. Соответственно, тем самым мы обходим вот этот момент продажи того, чего нет у нас в собственности. Если мы заключаем договор изготовления и строительства, это тоже дозволено. Там тоже мы заключаем или продаем то, чего у нас сейчас нет в собственности, но то, что будет произведено, то есть построено. И в этом случае, во втором случае тоже, то, что у нас сегодня присутствует в практике, мы обходим или не входим в запрет. То есть мы сначала даем обещание друг другу, что заключим в будущем договор купли-продажи. После того, как квартира будет сдана,
у нас уже есть реальный объект, который можно и покупать, и продавать, тогда мы и заключаем основной договор, а именно договор купли-продажи. Во втором случае основной договор купли-продажи может подразумевать именно интерес финансового посредника. Не может, а с практической стороны так и происходит. То есть договор купли-продажи, он происходит по схеме рассрочки. Ведь у застройщика одна цена, а клиент не может напрямую купить квартиру условную у застройщика, потому что у него не хватает средств на это. Он обращается к финансовому посреднику. А финансовый посредник от себя и получаемые от клиента, в том числе средства, направляет застройщику. Потом уже, когда квартира сдана, готова уже к использованию, финансовый посредник покупает у застройщика эту квартиру и перепродает со своей наценкой, опять-таки, клиенту. Немного сложная форма, но она та же форма, та же конструкция, которая используется при рассрочке. Просто срок предварительного договора или соглашения о намерениях, он в этом случае длиннее, чем в обычной рассрочке. В обычной рассрочке у нас срок между заключением предварительного соглашения или договора и заключением основного договора купли-продажи составляет, ну там может быть максимум несколько дней только. А здесь, поскольку объект надо строить, а на это уходит время, 2, 3, может 4 года, вот здесь и возникает некая такая особая форма в этой конструкции рассрочки. Хазур, вы чрезвычайно интересный собеседник. И все же у людей еще много-много вопросов касаемо исламских финансов, в частности, они все касаются времени, да, которым в принципе происходят платежи. Допустим, сейчас на рынке у нас, если я не ошибаюсь, от 4 лет до 6 лет есть рассрочки. И многие, многие будет неправильно сказано, есть люди, которые до сих пор обращаются за традиционным кредитом, ищут традиционную ипотеку, простые, то есть кредиты и, в принципе, то, что перечит, да, шариату. Вот. И как вот ты считаешь, это все-таки еще исламские финансы еще не настолько укрепились, и либо это конкурентные какие-то преимущества традиционного кредита перед исламскими финансами? Ну, на самом деле, некая для клиента, для конечного потребителя выгодность обычной ипотеки, которая предоставляется банками, она заключается в основном в том, что много видов ипотеки субсидируется государством. И для клиента она обходится очень дешево. Речь может идти, например, там, о 7%, иногда может и ниже. Когда государство берет на себя часть расходов, часть себестоимости, часть интереса финансового посредника. В таком случае, конечно, если смотреть на финансовый результат, то для клиента это намного, для потребителя, для обычного гражданина, это намного дешевле, конечно. Однако, опять-таки, здесь присутствует вот тот самый запретный элемент, потому что даже если государство субсидирует, это обычный кредит под проценты. Это договор обычного кредита под проценты. Просто государство субсидирует, то есть вливает какие-то средства от себя, чтобы развить вообще сферу строительства, там, предоставления жилья гражданам там, и так далее. Да, если смотреть на это чисто с финансовой точки зрения, по результату для клиента, для граждан это, конечно, намного лучше, вот, если смотреть с этой стороны. И если смотреть с другой стороны, что есть же еще немало, скажем, таких же моментов, где лучше, но лучше имеется в виду по финансовой части, но не лучше, например, с этической стороны, с религиозной стороны. То есть у нас условно может возникнуть такая ситуация, где украденная вещь, она продается намного дешевле, чем неукраденная. И, конечно, если посмотреть на украденную вещь, приобретение украденной вещи подешевле, это лучше для потребителя. Однако это все-таки неэтично или там недозволено, скажем так, да, с религиозной стороны.
Точно так же и ситуация здесь. Дальше, если переходить уже к исламской составляющей, то, насколько мне известно, наценка именно в сфере строительства, жилья и даже по другим тем сферам и отраслям основных уже существующих у нас финансовых исламских компаниях, она соответствует обычной рыночной наценке. Если не говорить о льготной ипотеке, а об обычной ипотеке, то получается как? Вот у нас сегодня ключевая ставка по финансированию, которую устанавливает ежегодно Центробанк, она 18%. Это довольно высокая ставка. Это очень много. Это больше, чем сейчас требуют исламские финансы. Да. К ней банки, обычные банки, прибавляют свою прибыль, скажем так, свой интерес, например, те же проценты. То есть у нас получается минимум это ключевая ставка 18%, плюс еще, сколько? 2, 3, 5%, например, мы говорим, да? И, конечно, если бы не субсидирование государством, то есть если бы не льготная ипотека, то ипотека и в банках тоже выходила бы там где-то за 22 примерно или за 20 минимум процентов годовых, например. Если процентная ставка, ключевая ставка, она снижается, она разнится от года к году, это уже Центробанк, регулятор, регулирует таким образом денежные средства в обществе, в государстве, она может снизиться там до 16%. Вот до поднятия до 18% она была намного меньше, она может еще снижаться. Но всегда банк учитывает свой интерес поверх ключевой ставки, всегда. Соответственно, если посмотреть на наценку некоторых наших исламских финансовых компаний, она выходит дешевле даже, чем скажем, у других финансовых организаций. Это, если, опять-таки, повторюсь, если говорить о фонде имени шейха Заида, то вообще там ниже инфляции наценка, например. И всегда была так. Фонд есть фонд, поддержка предпринимательства. Так вот. И, соответственно, если говорить о других игроках, у которых чисто коммерческая такая цель, они нацелены на прибыль, да, что не возбраняется с исламской точки зрения, это ведение обычного бизнеса, но в соответствии с нормами ислама. Если посмотреть на их наценку, она, скажем так, в целом она соответствует наценке или той наценке, которая присутствует на рынке. Она не выше и не меньше. В среднем, если брать среднее значение, она одинаковая. То есть здесь мы уже можем конкурировать. Другой вопрос, что на данном этапе те компании у нас, которые у нас присутствуют или осуществляют финансирование по недвижимости, они не могут, с объективной точки зрения, не могут предоставить финансирование больше, чем, например, на 4 или 5 лет. Потому что разница в чем? Обычные банки, они откуда генерируют денежные средства? Откуда получают денежные средства? Центробанк. Нет, не с Центробанка. Они получают денежные средства от массы, от людей. Ну это да. То есть через вклады и депозиты. И физические лица, и юридические лица. Деньги всех, скажем, лиц, основных, они находятся на депозитах или на картах наших в банке. То есть обычно банк, он как поступает? Он левой рукой берет у населения, у большого количества населения берет деньги, и правой рукой выдает их тем, кому их не хватает. Да? И здесь у банков просто огромный ресурс. У них очень много денежных средств, потому что они могут себе это позволить. Имеется в виду, что банковская деятельность на то и нацелена, чтобы брать у тех, у кого деньги в излишестве, скажем так, и выдавать их тем, кому их не хватает. Соответственно, у них много денежных средств. Они могут позволить себе финансирование на 10 лет, на 15 лет, на 20 лет. В то время как маленькие компании, которые никак не сравнятся по капитализации даже с банками, они не могут себе такое позволить просто по той причине, что или у них собственный капитал, которого всегда не хватает, или у них привлеченный капитал намного ниже, чем у банков.
То есть денежных средств у банка, у финансовых компаний их намного меньше. Все дело в деньгах, верно? Все дело в деньгах, все дело в капитализации, все дело в том, какую модель бизнеса мы выбираем, что мы можем. Это объективная причина, а не какая-то, скажем, субъективная. Хазор. Я еще, конечно, хотел бы спросить про флагман групп, что она из себя представляет и насколько ваша деятельность соприкасается с их деятельностью. Да, флагман групп – это компания, исламская финансовая компания, которая предоставляет услуги по исламской рассрочке на данном этапе. Возможно, в будущем линейка расширится или услуги расширятся. На данном этапе деятельность компании не очень такая активная или большая. Мы все еще делаем первые шаги. Она такая же исламская финансовая компания, которая предоставляет услуги по исламскому финансовому посредничеству путем той же рассрочки. Мое отношение к компании заключается в том, что я являюсь, как и в ряде других организаций, являюсь шариатским экспертом в этой компании и, в общем-то, отвечаю за именно вот эту сторону деятельности компании. Да, я хочу тебя поблагодарить за то, что нашел время сегодня к нам прийти сюда. Спасибо за приглашение. Да. Это была программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях был Алхазур Тазбаев, эксперт по исламским финансам.